Ну, по поводу задержаний, допустим, в акватории Азовского моря, мы видим, что на протяжении последних 3-4 месяцев Российская Федерация там все-таки задерживает корабли украинские, которые с Бердянска, с Мариуполя, с портов выезжают. Да. Давайте так, в первую очередь, если посмотреть статистику, под каким флагом корабли выходят. То есть Российская Федерация, она в первую очередь, если говорить о торговых судах, она старается задерживать те корабли, которые выходят под флагом третьих государств. Для чего? Дело в том, что основной наш экспорт из Бердянска и Мариуполя – это зерно и металл. Их отправляют снова-таки на кораблях под чужим флагом. Что делает Российская Федерация? Она на пути к этим портам и на пути из этих портов, она задерживает эти корабли якобы для проверки. Исходя из того, что Азовское море объявлено внутренним морем, и Россия, и подчеркиваю, и Украина, еще раз подчеркиваю, и Украина тоже имеют право контроля за проходом судов, если есть подозрение, что эти суда несут террористическую, биологическую, техногенную, там еще куча опасностей, они имеют право их останавливать, отправлять досмотровые группы и так далее и тому подобное. Вот. Естественно, что Россия, само собой, она злоупотребляет своим правом. Для чего это делается? Если грузоперевозки, они осуществляются третьей компанией, естественно, за перевозку своих грузов, экспортную перевозку платит грузоотправитель. В данном случае это наши металлурги и, скажем так, наши зернотрейдеры. Прекрасно. А теперь давайте так, поставим себя на место перевозчика. То есть, если каждый час простоя корабля, он стоит денег. Это значит, что в следующий раз перевозчик, во-первых, он включит потенциальные риски в цену перевозки. И на следующий год он подумает, стоит ли ему заключать новый договор на транспортировку или же перейти в другие порты. Что это означает? И это, кстати, объясняет, почему Россия начала действовать именно в 2018 году. Что это означает в 2019 году? Это означает, что вот после начала действий уже к 2019 году, к зиме, мы будем иметь статистику по потерям от таких действий Российской Федерации, финансово имею в виду. Частично наши зернотрейдеры, наши металлурги, они попробуют перевести грузовые потоки на другие порты, но проблема с тем же самым Мариуполем, что железнодорожная ветка, которая идет в этот город, она имеет ограниченную пропускную способность, то есть все равно не переведешь. Меньше доходов от порта, от перевалки грузов, меньше налогов, меньше зарплат людям, меньше, скажем так, загрузка металлургических предприятий, меньше налогов, меньше зарплат людям, меньше перевалка зерна, меньше налогов, меньше, плюс это проблемы логистические. И сам украинский экспорт становится дороже. В таком случае на будущих выборах 2019 года те товарищи, которые будут говорить, что вот вы же помните, пока мы с Россией там жили якобы мирно, у нас было все хорошо, у нас был поток грузов через города, и они будут просто пытаться на этой теме выиграть дополнительные проценты себе на выборах. То есть русские достаточно неплохо рассчитали время, потому что люди почувствуют именно вот это вот падение как раз к весне 2019 года.